1947 год. Советская парламентская делегация, в составе которой деятели культуры и науки, прибыла с официальным визитом в Англию. После ряда официальных встреч гости знакомились с достопримечательностями Лондона. В Минералогическом музее British South Africa Company произошел курьезный случай. Внимание одного из гостей азиатской внешности привлекла глыба меди. «Это самородная медь из трансваальского месторождения, из Южной Африки», пояснил один из специалистов музея. Гость, внимательно рассмотрев образец, сказал: «Этот самородок привезен из казахских степей». Мне передали, что уважаемый гость является очень известным геологом, доктором наук и даже академиком, вежливо начал англичанин. Поэтому меня удивляет его странное заявление, ставящее под сомнение компетентность наших специалистов. Поверьте мне, вы ошиблись. Но гость продолжал настаивать. Дорогой коллега, мне дорога научная истина. Это глыба самородной меди, взята из нашей степи. Могу указать даже точный адрес – Жезказган. Обескураженный таким веским аргументом, служащий музея пообещал проверить паспорт этого экспоната. Позже в отель, где проживала советская делегация, поступило письмо от музея, где выражалась благодарность ученому гостю за уместную поправку. Оказывается, технический служащий спутал паспорта и этикетки. А через неделю советскую делегацию принимал Уинстон Черчилль. При встрече тот же высокого роста ученый азиатской внешности вновь оказался в центре внимания. «Мистера Черчилля интересует ваша национальность», — пояснил ему переводчик. «Скажите, что я казах». «Казак? Простите, господин Черчилль, вы меня путаете с русскими казаками. Я потомок бывших кочевников, гражданин Казахской Советской Республики», — ответил ученый. «А все ли казахи такие рослые, как вы?» — спрашивает Черчилль. «О нет, господин Черчилль, мой народ выше меня», — ответил гость. Потомственный лорд, казалось, был приятно удовлетворен находчивым ответом степняка, хотя слово «Казахстан» вряд ли ему что-то говорило. Да, кажется, еще до революции где-то в степях Центральной Азии занималась промыслом меди какая-то английская компания. Если бы лорд спросил его, что это за компания, ученый-гость дал бы ему исчерпывающий ответ. И еще бы, как не знать, от Bassar Joint Stock Company of Copper Mine. Вот как она называлась. Иначе говоря, акционерное общество от басарских медных копий. Человек, привлекший столь широкий интерес к своей персоне, был выдающийся ученый, геолог, президент Академии наук Казахской Республики, академик Каныш Имантаевич Сатпаев. Человек утверждается на земле, постигая тайны природы или делая определенные предположения на этот счет. Абай, 7 слово назидание. В 1927 году Сатпаев, молодой геолог, только что с блеском окончивший Томский технологический институт, был назначен начальником геологического отдела от Басарского треста цветных металлов. С первых же дней он принялся за изучение оставшегося от англичан архива. С 1904 по 1917 год английские концессионеры разведывали жезказганские медные месторождения и строили там рудники. Из архивов было видно, что англичане брали руду, что называется, из верхних горизонтов, не очень-то утруждая себя сложными и глубокими поисками. Их понять было можно. Торопились, знали, что временщики. Сатпаев изучает результаты работ специалистов Союзного геологического комитета, а затем сам непосредственно знакомится с жезказганским месторождением и делает выводы о крупных потенциальных богатствах недр этого района. С англичанами понятно, но вот беда. Союзный геолком противится, считает этот район бесперспективным. Там побывали много русских геологов. Я назову фамилии. Известный русский геолог Тиме, Ягопкин, Русаков, Симонов. Это все крупные специалисты, знатоки Центрального Казахстана. И эти люди сказали, что Жезказганда медь есть, но это от силы месторождения средней величины. Каныш Имантаевич – воспитанник Сибирской геологической школы. Эту школу обосновал известный геолог, крупный ученый Обруч. А после него эстафету принял Михаил Антонович Усов.
Это крупные личности истории геологии России. И, конечно, Сатпаев тоже, он воспитанник Михаила Антоновича Усова. А те люди, которые пренебрежительно относились, в том числе Ягопкин, это воспитанник школы Ленинградской, так она назывался. И в то время Ленинградская школа считалась самой академической, самой крупной. И притом геолком, это геологический комитет, находился тогда в Ленинграде. И еще одна причина недоверия геолкома к жесказганским месторождениям – суровые условия этих мест. В самом деле, вдали от цивилизации, в безводной пустыне Бет-Пагдала, где до ближайшей железнодорожной станции 430 километров, до топливной базы 700, связь с рудниками узкоколейка, самый надежный транспорт – верблюды, водоснабжение – паводковые воды. С огромным трудом ему удалось выбить один единственный буровой станок, оставшийся от англичан. Цена риска была высока. Первая скважина могла стать последней. Но судьба улыбнулась молодому Канышу. Был найден рудный пласт мощностью 18 метров. Тут же рядом стали бурить вторую скважину. Еще один пласт. И тоже богатый. Всего за летний сезон было пробурено 17 скважин. Результаты превзошли всякие ожидания. Сатпаев понял, что главные богатства залегают на больших глубинах. И бурить надо на 300-400 метров, а то и больше. Осень 1929 года. Сатпаев уже начальник геологического отдела Карсакпайского комбината. Это в полусотнях километров от Жесказгана. На тот момент у него нет ни одного бурового мастера, нет даже лаборанта. Геолкомовские специалисты, несмотря на хорошие заработки, уезжали из этой пустынной глуши, проклиная палящее солнце, дующие днем и ночью ветры, не вынося безмолвного степного однообразия. Пришлось набирать новых из местной среды и обучать их. Сатпаев продолжает наращивать план глубокого бурения скважин. Количество скважин исчисляется сотнями. Теперь он выдвигает идею большого Жесказгана, целого металлургического района. Жесказган представляет в потенции одну из богатейших мировых провинций меди, в пользу которой в будущем уступят пальму первенства большинство известных провинций Америки, пишет он на страницах печати. Вот так, ни много ни мало. Жесказган против Америки, целой части света. Вот выдержка из статьи доктора геолого-минералогических наук Фогельмана. В чем был секрет Каныша Сатпаева? Почему, едва приступив к делу, он сумел поправить англичан, талантливых и дотошных геологов? Как удалось ему чуть не каждый год в течение 12 лет увеличивать цифру разведанных запасов меди и других металлов с таким упорством и обоснованностью, что всплескивали руками даже оптимисты? Конечно, много значил обоснованный прогноз. Он упорно направлял разведчиков к структурам, на которых оппоненты ставили крест, и многократно оказывался прав. Руда была там, где ей полагалось быть, по его теории. Сюда он приходил часто. Любил прогуливаться с женой, Таисией Алексеевной. С Таисией Кошкиной он познакомился еще в Семипалатинской семинарии, где она работала лаборанткой. Потом они вместе учились в Томске, а затем 12 тяжелейших лет работы в Жесказгане. Дорогая Тася, я верю, что в вашем лице нахожу достойнейшего друга жизни, и поэтому с полной радостью и удовлетворением смотрю на будущее, писал он ей когда-то в молодости. Пророческое признание. Вот уже четверть века вместе. Но сегодня ему хотелось побыть одному. На то были свои причины. В начале 30-х годов в казахской степи начался голод. Люди сотнями и тысячами потянулись на стройки, где требовались рабочие руки, где была еда. Сатпаев по мере возможностей пытался помочь им. Между тем беда не обошла и его собственную семью. Исчезли без следа раскулаченные родственники. От голода умерла старшая сестра Газиза. У многих остались дети. Однажды Сатпаев поехал на родину, в Баянаул,
и привез к себе домой больше десятка голодных ребятишек в возрасте 10-12 лет. Таисия Алексеевна, увидев их, расплакалась. «Эти ребятишки мои племянники. Воспитать их, вывести в люди — мой долг», — убеждал ее Каныш. Выручила Фелицата Васильевна, мать Таисии. «Тася, — сказала она, — когда вы лишились отца, я одна вас 6 выводила в люди. Как видишь, выжили. Эти ребятишки сейчас больше всего нуждаются в уходе и милосердии вашем. Грей воду. А ты, зять, привези рулон ситца». Детей удалось спасти. К слову сказать, один из них, Кемаль Акишев, сын старшей сестры Каныша, впоследствии станет археологом. Раскопки древнего городища Атрар, открытие Иссыкского кургана и погребение Золотого воина, чье изображение станет официальным символом независимого Казахстана, да и другие исследования сделают его знаменитым на весь мир. Достигнув истины, не отступай от нее. Какой прок от твоей истины, если ты сам не предан ей? Люди не примут ее. Абай, 32 слово назидания. В начале 1933 года до Сатпаева дошла страшная новость. Главцветмет оповещал о прекращении финансирования разведочных работ. Из 700 геолога-разведчиков осталось около 70 человек. Они продолжали работать без зарплаты, получая лишь продовольственные пайки. Сатпаев едет в Москву. Стиль работы Каныша Монтаевича сложился еще во время учебы его в Томске, и стиль его, в общем-то, жизни, он все делал основательно, комплексно, как он любил говорить, подготовленно. Это было следствие учебы его у сибирских геологов во главе с Усовым. И вот Каныша Монтаевич сначала подготовил проведение сессии Академии наук Советского Союза в Москве в 1934 году. Он добился проведения этой сессии, и посвящена она была проблемам Джесказгана и Рудного Алтая одновременно. Сам Каныша Монтаевич подготовил и выступил 6 докладами на этой сессии. И уже на основании результатов решения этой сессии Каныш Монтаевич уже решился идти к руководству в правительстве. И он записался на прием к наркому тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. И буквально в последний день 34-го, в то время уходящего года, Орджоникидзе его принял. У них состоялся обстоятельный разговор. И следствием было постановление правительства уже весной. Государственное решение строительства железной дороги в город Гордыков, строительство самого города Гордыков Жесказгана и прежде всего начало строительства Жесказганского меднорудного комбината. Каныша Монтаевич уже после смерти Орджоникидзе был на приеме у Кагановича, который также проникся этой проблемой и тоже содействовал строительству медного завода. 1 июля 1940 года Сатпаева награждают орденом Ленина. Всего у него будет 4 ордена Ленина. Вскоре в Алма-Ате открывается институт геологии. Директором назначается Сатпаев. И еще по совместительству ему поручают возглавить казахский филиал Академии наук СССР. Началась война. Фашисты заняли Никополь, основной район добычи марганца в СССР. Под угрозой находилось и Чаатурское месторождение на Кавказе. Без марганцевой руды невозможной была выплавка броневой стали. Могли остановиться печи металлургических заводов Урала и Сибири. Из Москвы приходит приказ в кратчайшие сроки найти месторождение марганца. Еще в 1928 году молодой горный инженер, в то время Сатпаев, ведя разведку на медь, он наткнулся на богатейшее проявление марганцевой руды в местечке Жизды, что где-то в 40 километрах от Жесказгана. Разведку он вел на медь. Финансирование в то время было почти закрыто. И Каныша Монтаевич, как бы выявив это месторождение, оставил для себя это, где-то в памяти. И уже быстро подсчитав запасы содержания марганца в конце 1942 года, уже Каныша Монтаевич мог рекомендовать правительству о решении в скорейшем строительстве рудника там, а затем уже и отправки марганцевой руды на Магнитогорский комбинат, то есть на Урал. Годы военные были, время тяжелое, и взять на себя ответственность, сказать, тут же начинать промышленное освоение этого месторождения и одновременно вести доразведку его мог только человек очень уверенный не то что в себе, а в своей родной земле. Через 38 дней из Жиздинского рудника была отгружена первая партия марганца.
Впоследствии Жиздинский рудник станет давать более 70% всех марганцевых руд Союза. Склоняя головы перед мужеством советских воинов и офицеров, в то же время без ложной скромности следует добавить, что именно Жиздинский марганец, перелитый в броню танков, пушек и других орудий, а также в триллионы пуль и снарядов, помог тогда победить фашистскую Германию. В дореволюционном прошлом даже такие когнитивные науки, как Семенов-Тершанский, характеризовали Казахстан как край с его более богатой солью. Создатель первого дореволюционного курса рудных месторождений в России, профессор Богданович, отрицал возможность нахождения в Казахстане железных руд. От этих наивных представлений теперь не осталось и следа. В 1942 году за фундаментальный труд «Рудные месторождения Жезказганского района» Сатпаеву присуждают сталинскую премию. Тогда же по совокупности работ присваивают ему ученую степень доктора геолого-минералогических наук. А летом 1943-го его избирают членом-корреспондентом Академии наук СССР. Война заканчивается. Ученые из главных центров Союза, находившиеся в Алма-Ате в эвакуации, помогли создать здесь новые институты. Была заложена база для учреждения полнокровной Академии наук республики. Это знаменательное событие произошло 1 июня 1946 года. На первой же сессии Каныш Сатпаев был избран президентом Академии. Было ему тогда 47 лет. А вскоре он избирается действительным членом Академии наук СССР, первым среди представителей народов Советского Востока. Для того, чтобы сохранить свои познания и разум, нужно иметь характер, сильный и крепкий. Значит, нужно быть стойким, всегда сохранять твердость духа. Абай, 32 слово назидания. Осудили на 25 лет лагерей известного ученого, одного из основателей Института геологии Михаила Русакова. Не выдержав грубого давления союзного технадзора, в больнице скончался Николай Касин, патриарх геологии Казахстана. От Касина требовали дать компромат на него, Сатпаева, на президента Академии наук. Судят честных людей: историка Ермухана Бекмаханова, археолога Алькея Маргулана, композитора Ахмета Жубанова, основоположника казахской классической музыки. За что? Бедный Жубанов, говорят, профессор в Москве, в ресторане «Пекин» дирижирует кабацким оркестром. Мухтар Ауэзов, всемирно признанный писатель, враг народа. Боже мой, что происходит? И это все называется идеологической проверкой, выявлением признаков национализма, космополитизма. Вот уж верно говорят: доверь недоумку пасти овец, он их до смерти загонит. Теперь из-за него взялись. Через час должно состояться заседание бюро ЦК КПБ Казахстана. В чем его обвиняют? В сокрытии своего социального происхождения. В чем была вина Сатпаева? Его обвиняли, во-первых, по 3 пунктам. В том, что он скрыл свое социальное происхождение, якобы он сын зажиточных баев. При вступлении в партию Каныш Имантаевич в партию, честно сказать, не очень-то и стремился. Но дело в том, что в 45 лет, когда Каныш Имантаевич фактически возглавил науку Казахстана, его попросили в Медеевске, в то время Фрунзенский райком партии: ну что же вы так, вот президент Академии будущий, а сейчас председатель казахского филиала Академии наук, и вы не член партии. Ну, Каныш Имантаевич честно признался о своем происхождении. Ну, мы сказали, это не беда. Мы вам дадим рекомендацию. И Каныш Имантаевич, в общем, в 1944 году только в партию вступил, уже будучи 45 лет от роду, сложившимся человеком. И еще один пункт обвинения. Популяризация ханско-феодального эпоса об Едиге. Да, и еще в годы учебы в Томске он написал предисловие к былинному эпосу «Яр-Едиге», в котором объяснил суть обработки текста этого сказания. Дело в том, что в оригинале, записанном Чаканом Валихановым, по его же словам, нет ни одного персидского или арабского слова.
В опубликованном же профессором Мелиоранским тексте этого сказания, напротив, было много арабских и татарских слов. И он, Сатпаев, лишь очистил текст от устаревших слов, переписав сказание на основе новой казахской орфографии. Вот и вся популяризация. Никогда он не был таким потерянным и неуверенным в себе. И вот только что сняли с должности президента Академии наук, объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку. Домой ему идти не хотелось. Тася наверняка уже знает обо всем. Перед глазами возник родной Баянаул. Отец Амантай, могучий, крепкий. В детстве он всегда спал под боком у отца, согреваясь его теплом. Мать Каныш не помнил. Она умерла, когда ему было всего 2 года. Говорят, это она изменила его прежнее имя Габдул-Гани, ласково назвав его Гани-Ганыштай. В школе его называли Каныш. Так и осталось это имя за ним. Вспомнил Усова Михаила Антоновича, своего учителя, самого близкого и дорогого человека, открывшего ему дорогу в мир знаний. И еще учась в Томске, Каныш серьезно заболел. И тогда Михаил Антонович, упросив железнодорожное начальство, в буквальном смысле уложил его в товарный вагон, следовавший в Семипалатинск, пристроив к нему провожатого. Выходит, и жизнью обязан он своему учителю. Как ему не хватало сейчас такого человека, чтобы хоть с его помощью вернуть остатки былой уверенности в себе. До предела вымотанный событиями 2 последних лет, в обстановке недоверия и откровенной травли, он теперь ехал в Москву в надежде найти поддержку среди своих коллег в академии, да и в союзном правительстве. Но в Москве хватало своих интриг и своих жертв. Письмо Сатпаева было передано на рассмотрение первому заместителю председателя Совета министров Тевасяну, который хорошо знал Сатпаева еще по истории с Жиздинским марганцем, ценил его и уважал. Он объяснил, что в верхах не желают вдаваться в республиканские дрязги, предложил Сатпаеву остаться в Москве и возглавить Союзное министерство геологии, либо один из ответственных секторов Академии наук СССР. Но Сатпаев не мыслил своей жизни и деятельности вне родного Казахстана. Весной 1952 года при поддержке Тевасяна он возвращается в Алма-Ату в родной институт геологии и вплотную приступает к составлению комплексной прогнозной металлогенической карты Центрального Казахстана. Металлогения – это наука, которая изучает закономерности размещения, то есть на местности, полезных ископаемых и время их образования, для того, чтобы правильно ориентировать поиски и чтобы с учетом выявленных закономерностей находить новые месторождения. Канышу Амантаевичу принадлежит совершенно особая роль в развитии этой науки и вместе с тем минерально-сырьевых ресурсов Казахстана. В конце 40-х, 50-е годы независимо, фактически в 2 местах, в Всероссийском геологическом институте в Сиги огромный коллектив стал делать карту Казахстана. И в это же время во главе с Сатпаевым была поставлена работа создания первой металлогенической карты. Они отличались, эти 2 работы. На самом деле, как знаете, говорится в древних таких мудрых высказываниях, противоречия просто 2 стороны истины. И это было 2 взаимодополняющих направления.
Работы, которые проводились в центральных институтах, искали общее. А работы, которые проводились в Казахстане, они были ориентированы на конкретизацию этих вещей применительно к Казахстану. И вообще надо представлять себе путь, который прошел этот великий ученый, который вот стал столь знаменит. Каныш Имантаевич, у него была другая судьба. У него судьба была постепенно расширяющегося интереса и все охватывающих новых научных проблем. И для него было характерно, что, начав конкретные работы на Джесказгане, на конкретном медном руднике, который благодаря этому стал и сегодня является одним из крупнейших месторождений меди мира. И после этого, однако, он расширил свои интересы, и фактически все то, что делалось потом по Казахстану, и когда он уже возглавлял Казахскую академию наук, это касалось всех полезных ископаемых. И обратите внимание, карта была названа «Прогнозная металлогеническая карта». Сатпаев прошел вот эту эволюцию. Он прошел эволюцию от отдельных интересов к общим. Его даже больше того, ему стали интересны вопросы исторического развития в планетарном масштабе. И обратите внимание, 60-е годы, когда отделение в Казахстане по геологии начало называться отделением, по-моему, планетологии и геологии. Карта была сразу оценена, ведь была присуждена Ленинская премия за эту работу. В итоге на примере Казахстана можно было убедиться в четких закономерностях распределения руд, положить их в основу поисков и превратить страну с признаками орудинения в страну с крупнейшими месторождениями. В этом и суть открытия. Искать, находить и принимать абсолютно верные решения. Феноменальный дар Сатпаева. Так было и при строительстве гигантского канала Иртыш-Караганда, когда в труднейших спорах с учеными, хозяйственниками, экономистами он сумел доказать необходимость строительства этого уникального гидросооружения, тем самым исполнив вековую мечту своего народа о живительной влаге в знойных степях Казахстана. Тогда же, в 50-е годы, Сатпаев предсказал огромные перспективы ныне широко известных в мире атырауских и мангистауских месторождений нефти и газа. Был инициатором создания целого ряда научно-исследовательских институтов. В 1957 году академик Сатпаев был введен в состав Международной комиссии по составлению металлогенической карты Земли. Практические исследования логично подвели его к теоретическим трудам о древнейших периодах складывания недр нашей планеты, к гипотезам о происхождении Вселенной. Наброски книг, удивительных по смелости, остались лежать незавершенными на его рабочем столе. 31 января 1964 года, после продолжительной болезни, находясь в Кремлевской больнице, Каныш Имантаевич Сатпаев скончался. «31 июля 1979 года крымским астрономом Черных была открыта малая планета под номером 2402 как объект звездной величины в созвездии Водолея. Из циркуляра, выпущенного межпланетным центром в США, мир узнал, что по желанию ее первооткрывателя новая планета названа именем Каныша Имантаевича Сатпаева.